Добрый вечер пятницы. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 2 человека погибли при пожаре в Таттинском районе Якутии. В четверг в селе Ытыккёль Таттинского района республики в частном доме произошел пожар. Погибли 2 человека, один пострадавший находится в больнице. Как сообщили в пожарной службе района, огнеборцы прибыли на место происшествия через 4 минуты после вызова. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 25 человек личного состава. Дом сгорел полностью. Общая площадь пожара составила 49 квадратных метров. Причина пожара и виновник устанавливаются. В Алданском районе на автомобильной дороге Лена произошло ДТП, в результате которого серьезные травмы получил 1 человек. Как сообщили в ГИБДД, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, ехал в столицу республики. Он не учел погодные условия, не выдержал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Урал». Водитель иномарки был доставлен в медицинское учреждение попутным транспортом, где у него выявили вывих левого коленного сустава, закрытую черепно-мозговую травму и перелом тазобедренного сустава. Его пассажир и водитель «Урала» травм не получили. Водители были трезвы. Еще одна новость из Алданского района. Тут женщина вовлекла девочку в преступление. 33-летняя жительница Алданского района получила 6,5 лет тюрьмы за кражу. Ее несовершеннолетние соучастницы дали условный срок. Как сообщает прокуратура, сообщницы украли 360 тысяч рублей у приезжего из Иркутской области и разделили похищенное между собой. Женщина признана виновной в краже в крупном размере по предварительному сговору и вовлечении несовершеннолетней в совершение тяжкого преступления. Она была неоднократно судима за совершение преступлений против собственности и имела непогашенную судимость. Несовершеннолетняя признана виновной в краже, она получила 2 года условно. Продолжается расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов руководством крупного предприятия «Мебель-салон Виктория». По данным следствия, в период с 2011 по 2013 годы руководство общества с ограниченной ответственностью «Мебель-салон Виктория», которое осуществляет деятельность в сфере торговли мебелью, осветительными приборами и бытовыми изделиями в специализированных магазинах, допустило уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, общая сумма неуплаченных налогов составила 35 миллионов рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной налоговым органом совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха-Якутия. В Жиганске отменили запрет на продажи алкоголя. В Верховном суде республики рассмотрели административный иск компании ООО «Арктик» представительному органу местного самоуправления. По мнению компании, запрет на реализацию алкоголя нарушает их права и законные интересы, поскольку ограничивает экономическую деятельность. В качестве заинтересованного лица на стороне административного ответчика было привлечено Государственное собрание Юлтумен. Но изучив материалы дела, выслушав мнение сторон, суд пришел к выводу об удовлетворении административного иска. В Ленске раскрыта кража с территории кладбища. В районную полицию обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил его электроинструменты общей стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Выяснилось, что потерпевший ненадолго оставил их на городском кладбище возле могильной оградки, которую устанавливал. А когда вернулся с обеда, инструментов на месте не оказалось. Был установлен 33-летний ранее судимый житель Ленска. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Якутии полицейскими эвакуированы жильцы многоквартирного дома во время пожара. На днях, патрулируя улицы Якутска, полицейские увидели черный дым со стороны дома на улице Халтурина. Подъехав к дому, стражи порядка обнаружили, что идет дым из окна квартиры, расположенной на 1-м этаже. Возле дома никого не было. По всей видимости, пожар только начался. Полицейские немедленно оповестили МЧС и дежурную часть городского управления полиции и приняли решение эвакуировать жильцов. На 1-м этаже полицейские увидели 2 мужчин, лица которых были в копоте. Участковый уполномоченный полиции Алексеев выяснил у них, что мужчины проводят ремонтные работы в квартире номер 1, где находился очаг возгорания. Лейтенант полиции принял меры к их эвакуации, он разместил их в салоне служебной автомашины, так как мужчины выбежали в подъезд без верхней одежды, а один из них даже не успел надеть обувь. Лейтенант Алексеев вызвал скорую медицинскую помощь и до их приезда выяснил у эвакуированных, что те проводили ремонт в квартире номер
1, оказалось, что во время использования электроинструмента искры попали на строительный материал, откуда и началось возгорание. Мужчины сами пытались предотвратить пожар. Из-за сильного задымления они открыли окно, и огонь мгновенно распространился по всей квартире. Позже у одного из них медики диагностировали сильные ожоги. Дабы избежать дальнейшего, так сказать, возгорания, короткого замыкания, сообщили незамедлительно дежурную часть, после чего приехали буквально через 3-4 минуты сотрудники пожарной бригады. Ну и локализовали, получается, в течение короткого времени воздымление, возгорание, пожар. Некоторые вовремя отреагировали, некоторые, конечно, спали, видать. Кто-то поздно отреагировал. Все 4 окна с улицы Халтурина. Ну, слава богу, обошлось без жертв. К международной повестке взрыв метана на угольной шахте в Чехии унес жизни 5 человек. Поиски еще 8 горняков продолжаются, рассказывает Алена Островская. На угольной шахте ССМ неподалеку от города Карвина на востоке Чехии в четверг вечером произошел взрыв метана. Погибли по меньшей мере 5 горняков, еще 8 числятся пропавшими без вести. 10 человек пострадали. Представитель компании-оператора рудника сообщил, что поиски затруднены из-за разрушений и плохой видимости в подземных туннелях. По данным организации, взрыв произошел на глубине примерно 800 метров. Спасатели продвигаются медленно, осторожно разбирая завалы, под которыми надеются найти выживших. На этом пока все. Хороших выходных без чрезвычайных происшествий. С наступающим Новым годом и берегите себя.